Здравствуйте. О главных правовых и чрезвычайных событиях дня расскажу вам я, Муслим Ганиев. В эфире программа «Хроника происшествий». За минувшие 2 дня в регионе в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 2 пешехода. Назрань ДТП произошло вечером 17 января по улице Муталиева. По информации ГИБДД, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Ее сбила иномарка. Водитель ехал на большой скорости. От полученных травм она погибла при доставлении в больницу. На следующий день в Плиево по улице Асканова также сбили пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Инспекторы ГИБДД призывают участников дорожного движения соблюдать правила. Особое внимание уделяем пешеходам, юным пешеходам со стороны водителей. Соблюдение скоростного режима. Ни в коем случае не игнорируйте права пешеходов. Помните о том, что у них также есть права, как и у вас, как у водителя. Поэтому, чтобы дороги были безопасны, и каждый участник дорожного движения должен быть бдительным, внимательным и взаимоуважительным. Органы внутренних дел проводят расследование поджога в Плиеве. Напомним, 13 октября прошлого года неизвестные совершили поджог частного дома по улице Зятикова. 20 ноября по данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проведена пожарно-техническая экспертиза, получены видеозаписи с места преступления. Проводится анализ для установления лиц, совершивших его. Установлены и допрошены свидетелей. Проверяется круг лиц, которые могут быть причастны к поджогу. В Карабулаке завершено расследование уголовного дела об уклонении от прохождения военной службы. Уклонист состоит на учете в Сунжинском военкомате. В ноябре 2023 года молодой человек уклонился от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от нее. В ходе расследования проведены необходимые следственные действия. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Полиция в Малгобеке проводит проверку по факту порчи или уничтожения чужого имущества с проникновением в жилище. В дежурную часть Малгобека обратилась жительница с заявлением о том, что 17 ноября неизвестный проник в ее квартиру, раскидал вещи и перерезал все электропровода. Со слов заявительницы, в квартире ничего не пропало. Полиция проводит проверку по данному факту. В Сунже завершено рассмотрение уголовного дела о краже автомобиля. В августе 2020 года мужчина под предлогом покупки завладел машиной другого жителя республики. Однако ни автомобиль, ни денежные средства владельцу преступник не вернул и не собирался. Транспортное средство он продал третьему лицу. Таким образом, причинил потерпевшему материальный ущерб в размере около 250 000 рублей. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ. У меня на этом все. До встречи в эфире.